если мы свой организм в течение своей жизни не будем пополнять его радостью, энергией, позитивным настроением, что происходит? Человек постепенно угасает. Профессиональный педагог-психолог дает ребенку не только знания, но и развивает его социальные навыки, помогает в формировании позитивной самооценки. Сегодня в этом зале побороться за звание лучшего собрались 5 победителей первых 2 туров регионального этапа конкурса «Педагог-психолог-2024». Одна из них – Хади Мамилова. 2 года девушка работает психологом в Центре дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. За это время изучила работу не только с детьми, но и с их родителями. Как работает сказкотерапия, какие методики она включает в себя, Хади Мамилова решила поделиться сегодня с жюри. Владка подошел к ней и спросил, что это у тебя за игрушка в руках? Девочка сказала, что это игрушка, которая помогает мне справиться со стрессом. Если я чувствую себя плохо или страх, я беру эту игрушку и сжимаю ее каждый раз. Методики, которые я использую, это сказкотерапия, арт-терапия, куклотерапия, разные методики, также упражнения, тренинги, но конкретно чаще всего я люблю заниматься сказкотерапией и решила немного обновить эту методику, добавив в нее свои элементы. Подготовка проходила в кратчайшие сроки, было очень мало времени, и подготовка была интересна, потому что я работаю со своими детьми, проводила с ними эти занятия. 15 минут, ровно столько дается участникам для представления своего проекта членам жюри. Еще одна финалистка конкурса Ася Нальгиева. Больше 3 лет работает в первой школе «Барсуки». Этого времени ей хватило, чтобы по-настоящему полюбить свое дело. Женщина считает, самое главное для педагога-психолога – это умение помогать ребенку разрешить любую проблему. Сегодняшний конкурс стал для нее очередной возможностью не только продемонстрировать свои навыки, но и узнать для себя что-то новое. Изначально идея участия в данном конкурсе у меня появилась с целью познакомиться с другими психологами, с целью посмотреть, какие интересные методики они используют, что же для себя я могу почерпнуть из данного мероприятия. В общем, это очень важная ступень для любого психолога школьного участия в данном мероприятии. Не обязательно победа, участие для нас уже является победой. Из 5 конкурсанток первое место займет только одна. Пока участницы демонстрируют мастер-класс, члены жюри выставляют свои оценки. В их числе и прошлогодний победитель Луиза Мархиева. Она, как никто другой, понимает переживания участниц, поэтому сегодня искренне болеет за каждую. Очень важно справиться со своим волнением, взять себя в руки и показать все, на что ты способен, чтобы потом, конечно, не жалеть, что что-то я лучше бы провела, сделала, сказала бы. И 50%, но это зависит от того, как подготовлены, то есть насколько оттренировали свое выступление, свое мастерство, сколько репетировали, это тоже очень важно. Учредителем всероссийского конкурса «Педагог-психолог» выступает Министерство просвещения Российской Федерации. Проводится ежегодно во всех республиках страны. Первый тур у нас прошли более 10 человек. Далее в последний тур у нас прошли уже 5 человек финалистов. Из них мы будем выбирать одного специалиста, который поедет уже представлять республику на федеральном этапе. Итоги конкурса подведены. Заслуженно первое место досталось педагогу Азе Балоевой. Конкурс «Педагог-психолог-2024» проводится для реализации концепции развития психологической службы в системе общего образования и среднего профессионального в стране на период до 2025 года. Федеральный этап конкурса пройдет в Москве уже в конце сентября. Малика Измайлова, Сулейман Костоев, Магаз 24.